Маждала сам создалась. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Так, друзья, каждое утро ритуал. Каждый вечером заношу в стирку полотенчика и тряпочки. Тут замачиваю в порошке специальном для, отбеливателя, да, кислородном. А потом уже в стиральную машину, и утром они у меня уже готовы. Так, что у меня? Вчера говорила вам, что мне нужно почистить 15-16 кур. Так, было 16, значит, одну курочку я вчера пожарила по заказу, получается. И вот 15 кур мне нужно сейчас их почистить, осмолить, разделать. Это сегодняшний объем. Ну, как сегодняшний, сегодня у меня еще кое-что нужно сделать. Ну, посмотрим. Потихонечку вот так вот, короче, друзья, буду вам показывать в течение дня, как получится, что у меня идет. Так, что у меня? Вот, значит, 15 кур. Из этих 15 5 я замариную, потому что у меня 4 курицы маринованные в заказе. Замариную, заморожу. Одну просто в запас, потому что иногда, ну, я буду с вами говорить, наверное, и сразу же чистить. Тут все-таки есть пеньки. Вчера легла, посмотрела, они были чуть-чуть подмороженные. Решила, думаю, нет, лучше я отдохну и с утра все это сделаю. Вот. Выбежала в 5 часов утра, занесла, чтобы они немножко у меня оттаяли. Потом пошла помолилась, прочитала аскары, и вот я уже на работе. Можно сказать, я уже на работе, да. И вот пока еще ребята тоже немножко легли снова, как помолились. Они еще час-полтора будут лежать. Я быстренько с ними справлюсь, а потом уже буду работать после завтрака, чтобы они ушли на работу, и я спокойно работала. Вот такие дела, друзья. Так, значит, как я сказала, 5 я замариную, а из этих 10 мне нужно что-то, не что-то, я их разделаю и тоже положу в морозилку, пока сегодня с ними ничего делать не буду, готовить, потому что у меня заказ. Мне нужно сделать пельмени и манты. Это, можно сказать, практически будет у меня почти на целый день, потому что в заказе 5 килограмм мант, 5 килограмм пельменей для одной и еще 5 килограмм пельменей для другой. Пельмени я люблю, девочки, очень. Так, я вижу, у меня телефон просит зарядки. Ну ничего, немножко еще поговорю с вами и потом поставлю на зарядку. Так, вот. Пельмени леплю, девочки, очень медленно, друзья. Есть, я вот вижу и в Инстаграме, и в Ютубе не скажу, но в Инстаграме видела, что есть какие-то... Так, сейчас, минуточку, эти пеньки хорошо вытаскивать, особенно которые в этом хвостике. Вот так вот. Лайфхак для вас. Кто не знал, моя подруга посоветовала нам. О, и вот так вот вытаскивается пенек вот таким вот острой шпажечкой. Вот так вот, видите? И все, и вытащила. А то так, я один раз 30 кур почистила, у них такие грязные вот эти вот попки были. И я в группе нашей говорю, у меня все пальцы в крови из-за того, что вот чистила эти пеньки. Она говорит, Лейла, ты что, почему? Делай вот так вот, и все удобно, и все хорошо. Так, тут нет дырочки. Вот так вот. Так, я же говорила вам, по-моему, да, что я немножко придерживаюсь сейчас правильного питания. Ну как, ну да, получается правильное питание из-за того, что вот с желчным пузырем проблемы, жареные, острые, копченые, соленые мне нельзя. Вот, скоро у нас же пост, надо немножко подготовиться к посту. Ну, в каком плане подготовиться? Чтобы было что готовить. Немножко полуфабрикат тоже для себя нужно сделать. Хочу сделать для себя рулетики из окорочков. Хочу на продажу сделать и несколько штук сделаю для себя. Ну, ребята не едят. Ну, посмотрим, я себе сделаю. Если поедят, то поедят. Но не очень-то они любят у меня рулетики. Для себя я сделаю рулетики с начинкой просто морковь. Вареную морковь, наверное. Морковь, болгарский перец и чуть зелени. Без зажарки, без ничего.
А на продажу я сделаю с грибами. С грибами очень вкусно бывает, но с грибами мне нельзя. С грибами и с корейской морковкой, скорее всего, сделаю. Ну, тоже болгарский перец, зелень. Ну, я надеюсь, я сниму ролик. Они очень вкусные получаются. И на завтрак, чтобы именно чтобы на завтрак, на сухур, было немножко что-то мясное, белок, чтобы был. Так-то я утром люблю каши есть. И вот надо немножко и на Рамадан себе что-то мясное сделать. Колбасу я практически не покупаю и практически не ем, поэтому сделаю вот такие вот рулетики. Ну и колбасу мне, если даже и есть, то можно только хорошую вареную колбасу. Я не знаю, я небольшой любитель колбасы. Не то, что не любитель, я колбасу люблю, да, она мне нравится, но я очень осторожно и очень редко ее покупаю. Очень редко. Наверное, в Ингушетии у нас моя семья меньше всех потребляла за всю свою жизнь колбасу, не знаю. Как-то никогда ее не покупаю. Очень, очень редко. И колбасу, и сосиски у нас в доме это очень редко. Причем с давних пор. И мои родители крайне редко покупали колбасу. И также вот и я. Вот так вот. Я лучше приготовлю что-то домашнее, чем куплю колбасу. Не знаю, не знаю. Вот постоянно у меня это в голове, что... Ну, не буду говорить. Что ее готовят не так все-таки, как надо и из чего надо. Вот, значит, из окорочков будут у нас, из всех этих окорочков будут у нас рулетики. Это получается 20 окорочков, да, если 5 убрать, то 10 кур, 20 окорочков. Все-таки окорочков мне мало будет. Хочу чуть побольше сделать рулетики и в такую свободную продажу тоже постараюсь сделать без заказа, но просто свободную продажу, может, в течение месяца будут брать, а потом и на праздник Рамадан будут брать. Просто я их завакуумирую, чтобы они нормально у меня лежали. Вакуумацией у меня всегда занимается Ибрагим. Вот. Сегодня я ему задание дам, видите, чтобы завакуумировал, наверное, уже замерзла курица по-арабски у меня там. Нужно завакуумировать. И у меня еще позавчера, по-моему, я в морозилку поставила просто отбивные куриные, запанированные. Тоже надо будет их завакуумировать. Даже для того, чтобы они у меня в морозилке занимали меньше места. Потому что морозильники у меня уже практически переполнены запасами мяса и запасами кур, получается. Вот. И обычные рулеты мне нужно сделать. Тоже есть заказ из фарша, из куриного и из мясного фарша у меня заказ. 2 рулета надо сделать. Но это не сегодня, можно чуть-чуть подождать. Не скорый заказ. Потом, что у меня еще? Ну, есть, короче, какие-то заказы, не быстрые, потихонечку можно их сделать. Вот сегодня справлюсь с этими курочками и, надеюсь, справлюсь с мантами и пельменями. Манты и пельмени надо постараться сделать до обеда, чтобы сделать их и отдать одни к вечеру, потому что я обещала, что сегодня они будут готовы. Но у нас такое плохое напряжение, и морозилки переполненные. Боюсь, что быстро не заморозятся они. Правда, в этом холодильнике, в обычном холодильнике, его морозильник хорошо замораживает. За 2 часа быстро замораживает, потому что у него тут сухой мороз, но фрост, а остальные морозилки у меня обычные. Вот. Вот такие дела. Так, что еще? Вчера хоть и говорила, буду читать комментарии, но ночью вчера ничего не прочитала. Я даже как-то легла, знаете, как легла? Я не собиралась лечь, просто, ну, уже было, правда, 12 часов ночи. Ну, думаю, еще поработаю, кур почищу. Но так болели ноги к вечеру, что решила, чтобы Ибрагим мне помассажировал ноги. Легла и вот так вот заснула. Просто прилегла, заснула, проснулась 4:30 утра, представляете? Вот. Вот такое тоже бывает. На диване просто прилегла и заснула. Главное, и ребята меня не разбудили.
Вот так вот. Ну все. Остальное сейчас быстро почищу без вас, осмолю, разделаю. А потом уже, если сегодня буду делать, ну, вряд ли я сегодня буду делать. А окорочка я в морозилку не буду класть, чтобы они не заморозились. А грудинки все-таки я положу. Грудинки, спинки и крылышки. Из крылышек, наверное, тоже я, скорее всего, их замариную как шашлычок на продажу. А спинки и шейки, это уже пойдет для нас. На супчики, на что-то такое, на бульончик, на супчик. Или просто даже в духовку запечь, пожарить тоже ребятам нравится. Ничего не пропадет, короче говоря. Так, ну что, мои дорогие, значит, как вы видите, уже гора кур готова у меня. За это время я успела отправить 2 заказа, голубцы и жареную курочку, поэтому будем мариновать только 4 курочки. Курочки, конечно, очень красивые получились. Окорочка тоже хорошие. Вот когда я покупаю окорочка отдельно, они так красиво не вырезаны, чтобы, вот видите, чтобы сделать не можно было вот хорошие окорочка, чтобы хороший кирулетик получился. Вот поэтому, в принципе, я и покупаю кур. И мне кажется, все-таки это выгодно. Особенно выгодно, если у нас грудинки хорошие, куры большие, вот тогда выгоднее покупать кур. Не разделку, а кур. Видите, какая тут сейчас, мне интересно, я взвешу. Какая грудинка большая. Вот кило 160. По-моему, есть еще и побольше. Интересно, посмотрим. Это вообще кило 300. Представляете, вот. И поэтому покупать больших кур выгоднее, чем покупать разделку. Но маленьких кур лучше не покупать, если нам нужна там грудка отдельно. Вот если целиком, ну как целиком, или целиком жарить, или рулет делать, или просто там отварить, да, чуть поменьше курочку можно взять. Но для того, чтобы разные запчасти нам нужны, в основном грудка и окорочка мне всегда бывает нужны. Поэтому я покупаю большую одну курицу за счет того, что еще у меня потом остается... Ой, извините, я вас шатанула. Остаются же вот эти вот... Косынку сняла, хоть не хочется мне появляться. Остаются вот эти вот, они суповые, потихонечку не надоедают. Танзила говорит, нашим уже надоели. Нет, я их или в супчик кидаю, отвариваю, суп потом делаю, или просто даже мариную, как обычную курицу, и запекаю за милую душу, мы грызем. Всем нравится, и мальчикам, и мне самой. Мне, правда, уже жареное нельзя, поэтому я просто варю. Варю суп, любой, лапша, рис, без разницы что, или даже просто обычную нашу подливу ингушскую картофельную делаю с галушками, тоже вкусно, ничего страшного. Поэтому вот как-то так. Так, сейчас я буду делать маринад. Смотрите, ну, у меня маринаду на канале много, но тем не менее. Я такой лайфхак тоже узнала, лайфхак, не знаю, ну, совет. Посоветовала мне повар, подружка моя, да, знакомая, родственница даже. Вот, она сказала, что если паприку замачивать в воде, то она, ее уходит намного меньше, и она красивее ложится на нашу эту, на курочку. Вот, добавлю вот 1 столовая ложка. Так бы я добавила и 2, и 3. Вот в холодную воду. И пускай вот она сейчас немножечко разбухнет. Но я добавлю сюда все, что нужно, и то, что я добавляю обычно, и она тоже вот так вот разойдется. Друзья, я всегда пользуюсь грузинской аджикой. Вот такой вот сухой аджикой грузинской. Она остренькая в меру, не очень острая, но в меру острая. Вот так вот. Если нет аджики, то вы можете добавить просто красный перец. Можете добавить специи для... Я, наверное, еще немножко добавлю. Ну, запах у этой аджики просто вот обалденный. Можно добавить специальную специю для курицы есть у нас, тоже можно добавить. А можно просто красный перец добавить и все. Но в курицу черный перец я не добавляю, друзья. Так, ну я еще добавлю немножечко, все-таки, чтобы поострее было, красный жгучий перец. Сюда же я, да, видите, уже в кашице получилась хорошенькая. Видите, как разбухает потихонечку. Сюда еще добавлю вот так вот 3-4 ложки соевого соуса. Это вот все где-то на 10 килограмм курицы. Также я сюда добавлю, сейчас только другой ложкой, 2 столовые ложки соли. Ну, вот такой вот
с небольшой, можно сказать, даже лучше без горки. Это на 10 килограмм курицы. Там еще у нас соевый соус, у нас еще и аджика у меня немного соленая. Поэтому вот как-то так. Так, что еще мы добавили сюда? Соевый добавили. Мы не добавили с вами чеснок сухой. Вот такую вот столовую ложку добавим сухого чеснока. Хоть он и есть в аджике, но все равно добавим еще. Я свежий чеснок не добавляю в курицу. Индейку, да, чтобы она запах перебила индейки, я добавляю свежий чеснок. А сюда нет. Так, и что мы еще не добавили? Мы не добавили с вами растительного масла. Я всегда добавляю растительное масло. Так. Ну, где-то полстакана растительного масла нужно добавить. И вот наш маринад готов. Он немного постоит, отстоится, набухнет. И мы добавим туда нашу курицу. Это будет маринованная курица. Я ее сейчас попрошу Ибрагима завакуумировать сразу. Сейчас замариную, но часок она постоит, конечно. Выставлю на улицу, хотя уже тепло на улице. Утром было очень холодно, ночь была холодная. Но сейчас солнышко и тепло. Но не мешает все равно. Там холоднее, чем в комнате. Поставлю под навесом на улице. И сейчас она у меня постоит. Потом Ибрагим ее завакуумирует, и я его положу в морозилку. Эти 4 курицы у меня, девочки, под заказ. Поэтому вот как-то так. Они у меня с заказом. И все, я уже не буду переживать то, что у меня нет кур. Если поступит еще заказ, то значит будем покупать кур, хоть они уже просто, я не знаю, с каждым днем дорожают. Потом покажу, что я буду делать с этими. Их я сегодня не буду, девчонки, не мариновать, ничего с ними делать. Я их сейчас разложу по пакетам просто. Мои дорогие, курочку-то замариновала. На Инстаграм сняла, а вам не сняла. Ну, просто покажу. Залила этим маринадом, который я приготовила вместе с вами. Хорошенечко помассажировала. И теперь часа на 2 поставлю просто на холод на улицу. Прикрою крышкой, накрою чем-нибудь еще, груз какой-нибудь поставлю, чтобы... Ну, она плотно вроде бы лежит. И через часа 2 Ибрагим мне ее, кур, их замаринует. Завакуумирует. Так, друзья, понемножечку начала для Инстаграма. Все вместе у меня сегодня. Значит, я буду сейчас вот раскладывать по кулечкам, как я говорила вам уже. Вот, окорочка очень хорошие, но я хочу, чтобы я поставлю на самый минимум морозильник, морозильную камеру, чтобы не так сильно замораживалось, потому что не хотелось бы сильно замораживать, потом размораживать продукт. Поэтому вот каждую грудку вот так вот положу. И каждый окорочок тоже. По мере, как у меня будет время, я буду делать, может быть, даже по 2 окорочка, да? Или ночью выну, чтобы в холодильник поставить потихонечку, разморозилось. Или в микроволновке, чтобы, если вдруг будет быстро, разморозиться. Короче, вот так вот я сейчас все это распакую. Как я сказала, вот эти части у меня пойдут на супы, на бульоны и на супы для дома. Вот эти вот. Вот так вот, друзья, проходит мой день. И сегодня я объелась черемши, хоть мне ее нельзя было есть. Ну, как объелась? Я бы еще поела, но из-за того, что я боюсь ее много есть, поела немножко. Первый раз поела черемшу. Очень давно хотела. И чтобы она более нежнее была, и чтобы она не такой острой для меня была, отварила ее, конечно, в молоке. Хотя я не люблю молоке, я люблю жареную на сковородке с хорошим таким топленым или сливочным маслом. Так, ну вот, друзья, расфасовала я, как вы видите, всю свою курочку, вернее, курочек. Написала суп, чтобы вдруг, если так сильно заморозится, чтобы было видно, для чего это. Для супа вот так вот по 2 окорочка, по одной грудинке. А крылышки я замариновала все-таки. Чем их сейчас в морозилку размораживать, это минутное дело. Просто с ними возни много, их надо с костяшки снимать, с костя снимать. Для рулетов окорочка тоже нужно снимать. Это много времени, у меня его просто нет. Сейчас мне нужно убраться здесь и уже делать
тесто для мант. Друзья, а снимать уже, как я делаю манты, наверное, я сегодня не буду. У меня поступил срочный заказ, надо было сделать голубцы с картошкой и отправить постоянным моим клиентам. Поэтому вот как-то так. На этом я свой сегодняшний ролик закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Вот такие с пылу, с жару, вкуснющие голубцы едут заказчику.